Добрый день, дорогие друзья. Урок номер 53. Где живет планета Земля? Раздел номер 7. Итак, начали. Где живет планета Земля? Урок номер 53. Сегодня на уроке ты сможешь понимать лексическое значение слов в предложении и в тексте, формулировать уточняющие вопросы по содержанию текста, отвечать на вопросы и подбирать иллюстрации к тексту. Планета Земля. Минутка каллиграфии. Итак, прослушайте текст, ответьте на вопросы. Где мы с вами живем? На планете Земля. А где живет планета Земля? В Солнечной системе. Это наш космический дом. И в этом доме у Земли есть соседи, другие планеты. Планета Земля вращается вокруг Солнца, единственной звезды в центре системы, по третьей орбите. Орбита – это путь движения планеты. Итак, словарные слова. Планета – Галамшар, Солнечная система – Күн жүйесі, звезда – Жұлдыз. Итак, давайте ответим на вопросы после текста. Мәтіннен кейін сұрақтарға жауап берейік. Что обозначает слово «Земля»? Слово «Земля» может обозначать планету Земля, на которой мы живем, поверхность суши, почву, родную страну, родной край. Второй вопрос. Екінші сұрақ. Как переводится это слово на родной язык? В казахском языке слово «земля» переводится как «жер». Какая тема объединяет слова, данные в рамке? Планета, орбита, космос, звезда. Их объединяет тема космос. Бүгінгі сабақтың ережесі, правило сегодняшнего урока, которое вы должны запомнить, это лексическое значение. Это то, что слово обозначает. Лексикалық мағына, сөздің мағынасы. Итак, упражнение номер 2. Заполните корзинки правильно, распределяя слова. Слова-предметы, слова-признаки, слова-действия. Итак, слова-предметы – это существительные. Планета, система, дом, соседи, солнце, звезда, центр, орбита, путь. Слова-признаки, то есть прилагательные, которые отвечают на вопрос «какой», «какая», «какие». Солнечный, космический, единственный. Слова-действия, глаголы, которые отвечают на вопрос «что делать», «что сделать». Есть, вращаться, вращается, живет, живем. Упражнение номер 3. Прочитай словосочетания, объясни их значение, составь с ними предложение и запиши. Солнечная система, космический дом, единственная звезда. Солнечная система – это система планет, вращающихся вокруг Солнца. Наша планета – Земля, находящаяся в Солнечной системе. Так, значение следующего слова – космический дом. Это условное название нашей планеты как части космоса. Итак, предложение. Планета Земля – это наш космический дом. Так, значение словосочетания «единственная звезда». В данном контексте Солнце – единственная звезда в нашей системе. Итак, предложение. Солнце – единственная звезда в центре Солнечной системы. Упражнение номер 4. Прочитай выразительно текст. Опиши, какие иллюстрации можно подобрать к прочитанному тексту. Наша Земля. На Земле есть океаны, моря, реки, вода. А вода – это жизнь, и она на Земле разнообразная. Животные, птицы, рыбы, растения. Здесь созданы все условия для жизни. Тепло, светло, есть воздух и вода. У Земли есть единственный естественный спутник Луна. Мы часто можем видеть ее на небе. Мы должны заботиться о нашей планете.
Это единственное место во всей Вселенной, где могут жить люди. И задание к тексту: объясни с помощью перевода на родной язык лексическое значение выделенных слов. Проверь себя по тематическому словарю, раздел 7 «Хочу все знать». Итак, в первом задании нужно было описать иллюстрации к данному тексту. Ну, во-первых, это может быть изображение Земли с океанами, морями, реками. Следующие живые существа, то есть животных, птиц, рыб, растений, воздух, облака и можно изобразить воду. Итак, задание после текста. Выделенные слова: разнообразное, единственное, заботиться, вселенная. Разнообразное, әртүрлі, что означает разное, имеющее много видов. Жизнь на Земле разнообразная, потому что здесь есть разные животные, птицы, рыбы и растения. Единственные. Жалғыз, один такой, что означает один такой и больше нету. Солнце — единственная звезда в нашей планете. Дальше. Заботиться. Қамқорлық жасау, что означает бережно относиться, уважать. Мы должны заботиться о нашей планете, чтобы сохранить природу. Вселенная. Ғалам. Ғарыш. Вселенная — ғарыш. Бесконечное пространство с галактическими звездами и планетами. Так, упражнение номер 5. Составь на основе прочитанного текста шапку вопросов. Задай полученные вопросы одноклассникам и проверь ответы по тексту. Что такое Солнечная система? Где находится планета Земля? Почему? Почему Земля называется космическим домом? Упражнение номер 6. Кто быстрее? Как называют эти планеты на казахском языке? Запиши предложение, вставь пропущенные слова. Земли казахи давно называют жерь. Солнце — күн, Луну — ай, Венеру — шолпан. Упражнение номер 7. Восстанови порядок предложений в тексте и запиши. Самая близкая планета к Солнцу — это Меркурий. Венера — вторая планета от Солнца. Земля — третья планета. Четвертая планета — это Красный Марс. В Солнечной системе 8 планет. Так, на этом все. Не забывайте подписываться, ставьте лайк, пишите комментарии, нажимайте колокольчик. До скорых встреч!